Я бы немножко хотел остановиться на видах, которые у нас занесены в Красную книгу. Вот из 20 видов соколообразных 8 занесены в Красную книгу. И из них 6 занесены в Красную книгу Российской Федерации и международный список красный. Что говорит о редкости хищных птиц, о необходимости их изучения и охраны. Конечно, если брать по статусам, по категориям редкости, то наиболее уязвимым является кречет. Это из соколов это самый крупный представитель, который имеет большую цену как ловчая птица в Арабских Эмиратах. И, естественно, пресс браконьерский в основном на этот вид большой был. Я бы хотел сказать, что сейчас идут программы по созданию питомников. В первую очередь идет разговор о питомнике камчатском. Но как они проявят себя, я еще не знаю. Но думается, что, может быть, это повлияет на некоторое увеличение численности вида. Этот вид зимует. У нас он распространен практически по всей Якутии, но гнездовой период встречается в тундровой части и лесотундре Якутии. Когда-то в 2010 году я участвовал на конференции специально по кречету и по куропаткам. Дело в том, что основной корм этого вида это куропатка. Вот на этой конференции я узнал, что весенний период, когда птица уже на гнездовье и до прилета уток, одна пара добывает 400 куропаток. Вот. Это меня тогда немножко ощемило. По сути, когда разбираешь остатки трапезы, там, погадки, там подобное под гнездами, то в основном это птицы, конечно, это куропатки. Вот. Она, конечно, немножко поедает и млекопитающих мелких. После куропаток переключается на уток. Это типичный, так мы называем, орнитофаг, который питается птицами. Вот этот вид у нас очаги ее на западе, северо-западе Якутии имеются и на востоке, северо-востоке Якутии, а в средней части Якутии долгое время она была крайне редкой, но в последние годы отмечается некоторые повышение численности именно вот в центральной части, по низовьях Лены. Вот это у нас работали орнитологи Поздняков и зоолог
ануфриев, вот, по их данным. Надеемся, что численность вида будет повышаться, потому что браконьерский отлов их сейчас очень жестко пресекается, и штрафы порядочные. Мало кто сейчас ими занимается так. Раньше это было даже, можно сказать, в промышленных масштабах, когда десятки птиц отлавливались специально, вот, и продавались за большие деньги. Ну и из соколообразных интерес довольно как обычного вида вызывает наиболее массовые наши виды. Это коршун, земняк, конюк обыкновенный, чеглок, тетеревятник, вот, перепелятник. Но я немножко остановлюсь на всем известном коршуне. У нас это вид черный коршун называется. Довольно обычный вид именно вот на восточной части Европы и на севере Азии. У нас, по данным Иванова Александра Ивановича, который изучал этих птиц, ну, непосредственно не этих, а всех птиц, но в том числе и коршуна в окрестностях Якутска, это 1928 и 9 годах он тут работал. И он тогда писал, что это обычный вид, который довольно массово встречается в зверобойнях, саилыках, вот. А сейчас, в данное время, этот вид, наверное, все городские знают, довольно многочислен на свалке у нас. Мы вместе с китайскими коллегами ставили датчики для установления миграций на 5 особях, это позапрошлом году. И оказалось, что все они летят у нас на зимовку в Таиланд. Вот. Хорошее место выбрали. Дальше я бы, ну, буквально в 2 словах хотел бы остановиться и на ночных хищных птицах. Это у нас совы. У нас сов 8 видов. Из них 2 вида занесены в Красную книгу. Это филин и воробьиный сычек. Вот, довольно редкие виды. Но филин раньше был по Вилюе и средней линии довольно обычным видом. Но основное питание, конечно, филина в те годы были зайцы. Тоже в отдельные годы он становился типичным зайцеедом, питался только зайцами. Вот. Но и последние годы наблюдается резкое сокращение. Мы вообще специальные учеты не проводили, но
по встречам нашим получается, что численность ее сократилась десятки раз. Вот. Про воробьиную сыча можно сказать, что это вид, который довольно скрытный образ жизни ведет. Учеты ранее никто не проводил. И в данное время она встречается тоже крайне редко. Из других видов можно остановиться на бородатой нейсети. У нас зимующий вид, и она у нас зимует. Исключительно интересная охота. Все виды хищников — это хорошие охотники. Ну, конечно, есть и падальщики, но в основном все виды. Вот этот вид, бородатая несить, охотится на мелких грызунов, на мышей, которые находятся под снегом. Вот как раз рассказывал про BBC. Вот, они сняли момент, когда это в Павловске Гермогенов Николай Иванович их сопровождал, наш орнитолог. И это они увидели тот момент, когда птица падала на снег в буквальном смысле и вылетала оттуда уже с мышкой, да. Тут абсолютный слух этого вида, как она услышит даже вот под глубоким снегом, может слышать, да, как бегает эта мышка, да. Удивительная птица. Вот. Наиболее северные гнездовья — это по Колыме, возле Терска мы находили. А так гнездовья встречаются по лицентундровой части. Вот, предел, северный предел ее. Я бы сказал еще немножко о питании, о том, что, например, если в прошлый раз рассказывал про тетеревинных птиц, у которых, ну, питание в основном веточный корм, пищеварительный аппарат, целая фабрика, вот, по переработке. Представляете, надо древесину переработать, чтобы питательные вещества какие-то получить. А тут, ну, если брать истребинных, соколообразных, они в основном ловят птиц или других млекопитающих, да, и просто разрывают мясо, заглатывают, вот. А совы заглатывают целиком. Вот. Наверное, некоторые видели, что неподвижно сидят эти птицы, просто это они переваривают так. Вот. И в отличие от тетеревинных птиц, которых веточный корм сперва попадает в зоб, то зоб и там нагревается, и постепенно по пищеводу идет в желудок, вот, то у хищных птиц она сразу идет в желудок. По мере наполнения желудка может заполняться и зоб. Вот.
желудок у них довольно, по сравнению с тетеревинными, довольно слабый. Если там мускульный желудок очень развитый, то здесь не очень, но зато именно кислота, которая выделяется в желудке, помогает, даже перерабатывает некоторые виды полностью, даже кости. Вот. Остатки в пище, которые не переработаны, это шерсть, обычно кости какие-то, черепа. Птицы выплевывают в качестве погадок. Это погадки, это такие комочки, вот, которые являются довольно интересным научным материалом. Когда обрабатываешь, там получается, что некоторые челюсти или черепа полностью уже обработанные. Вот, и наши терриологи определяют, какие даже виды на этой территории находятся. Вообще интересно, конечно. Вот. Я бы еще хотел, многие спрашивают насчет скорости и тому подобное. Самый у нас быстрый, наверное, самая быстрая птица — это сокол Сапсан. Вот. Она в пике обычно сверху выслеживает птицу, и в пике она развивает скорость 300 километров в час. Это, представляете, 100 метров в секунду. Вот. И когти задние у этой птицы в виде сабли практически, которым она может перерубить даже хребет гуся. Вот они добывают иногда. Вот. Мне приходилось несколько раз видеть, посчастливилось, наверное, увидеть, как эта птица охотится. Это как она летит вниз, я не видел, но я слышал вот свист, и как у летящей утки вдруг полетели перья, и она полетела кувырком. Вот. И только тогда я увидел сокола. Вот. Это первое мое впечатление было большое. Будучи студентом, я работал тогда студентом-заочником, работал в Шиганском районе, село Кстатем. Я с тех пор, до сих пор я этот момент помню. Вот. Мне это сохранилось хорошо в памяти. До сих пор это эффектная охота стоит в глазах. А ястребиные в основном нагоняют птиц и ловят их. Наши предки, и мы в том числе, считаем, что эти виды хищные птицы являются статенными видами,
которых трогать нельзя. Вот. И, естественно, многие охотники даже при плане добычи не охотились. Вот. И, естественно, это способствовало некоторому сохранению видов. Вот. Про то, что последние годы творится с численностями видов и расселением видов, конечно, тут много чего можно рассказать, но я бы сказал, что, например, некоторые продвижения на север наблюдается, например, у хохлатого осаеда, который ранее был у нас только по Алекме, Алекмо-Чатском Нагорье. Сейчас он встречается даже в Средней Лене, по долготе Покровска. Вот. Ну, по крайней мере, в Красном Русе видели. Мы неоднократно наблюдали в районе Оймуран, Мухатта, это Котелгижа, да. И, конечно, мы пока гнезда не нашли, но надеемся, что найдем. Вот. Я вот недавно был в Минском районе, там по описанию этот вид тоже видели. Вот. По махноногому курганнику можно сказать, что тоже довольно редкий вид был в Южной Якутии. Сейчас вот ребята недавно, позапрошлом, что ли, году, ездили на становик и на хребте Зверева были. Они отмечают, что этот вид там сейчас довольно обычный. Вот такие перспективы по расселению у этих видов. Ну и думается, что специальные мониторинговые работы мы должны продолжать и целенаправленно работать по краснокнижным видам птиц. Возле Якутска, конечно, хищные птицы массовые, я сказал, коршуны, да. Встречаются здесь совы, бородатые, махноногий сычек, воробьиного мы не встречали. Встречается здесь болотная сова, которая обычно вот, повсеместно. Ну и пустельга, который заселяет вот, дома каменные и гнездится. Вот. Некоторые люди подбирают птенцов, которые выпали из гнезда, думают, что они беспомощны и тому подобное. Дело в том, что это в природе так установлено. Они, если даже выпадают, то их родители кормят, вот, и они в скорости сами начинают летать. Поэтому рекомендую не собирать, не отнимать у родителей птенцов, да, пускай они там, где сидели, пускай сидят. А так, ну, один случай могу рассказать насчет филина, как хорошие они родители. Вот. Я проводил наблюдение за гнездом филина, и
И по мере роста птенцы выросли больше, чем родители, но не летали, но все время просили корм. И представляете, большая такая птица сидит, бедная мама прилетает намного меньше размерами и кормит. Вот такие у них заботы хорошие, интересные. И наблюдать за ними очень тоже забавно бывает. Во-первых, махноногие сычки, птенцы такие забавные. Это шарик, два больших глаза и тонкие ножки, как в мультиках показывает сов. Вот такие же они забавные. А так, конечно, люди не должны подбирать птенцов и ни в коем случае, конечно, не убивать их, вот, не трогать, естественно. Вот мои пожелания такие. Птицами не просто так все, потому что они, во-первых, очень красивые же, вот. Во-вторых, вот символ верности, символ любви, символ вот мудрости, как ты говоришь, да. Ну и вот Тойон, да, символ власти. И есть виды, которые считаются плохими, хорошими, да. Вот. Некоторые хитрые. Вообще даже у одних видов характеры совсем разные бывают. Вот. Некоторые дружные, вот, вместе все делают, а некоторые вот друг друга могут, вот как каннибализм, да, выживая сильнейший. Это естественный отбор. Вот так. Это инстинкт, который передается из поколения в поколение, да, и это инстинкт самосохранения вида. Конкретно издалека какой-нибудь вид, например, я та же белая трясогузка увидела, да, и начинает тревожиться, который передается другим, тревожные знаки, звуки точнее, да. И, естественно, бывает такое, что некоторые виды, не именно трясогузки, да, когда объединяются и все хорно нападают, тогда может быть, что хищная птица просто улетает. Вот. Если брать, например, грачей, они скапливаются, большие стаи бывают. Наверное, тут видели некоторые, да, там целые тучи летают их. Вот. И, например, сапсан или другой сокол, да, какой-нибудь, нападает только на тех, кто отбился от стаи. Потому что если влетит в стаю, то ему самому не может не поздоровиться. Поэтому вот некоторые виды так и кучкуются, да, для сохранения. Ну и тут про такой случай могу рассказать. Кукушка обыкновенная, очень похожа, она паразит и в таком смысле, и в прямом смысле, да, когда она подкидывает яйца свои другим птицам, да, мелким, которые выкармливают этих птенцов.
Тут она очень похожа на перепелятника. И вот я сам наблюдал такой момент, когда в общем, самец кукушки подлетел к гнезду, по-моему, там была или малая мухоловка. Ну, в общем, я мелкую птицу не помню, какая. И начала куковать. Вот те родители вот этих бросили гнезда, начали нападать. Самец кукушки начал отводить их, а самка в это время, я как раз сидел там, наблюдение проводил, да, подлетела тихонечко, без всякого там крика, шума, делала свое дело, вот. И потом сообщают самцу, такой хохот, ка-ка-ка-ка-ка. Так, свое дело сделал. И потом уже самец уже не отвлекает тех, уже улетает. Вот так. Вот такие природные чудеса.